Я решил, что у меня в гостях будут только региональщики. И те, кто в своих регионах что-то добился. Друзья, сегодня у меня в гостях основатель фонда «Ахтау-Минум Халам» Данияр Сандыбаев. Здравствуйте, Данияр. Здравствуйте, Айдар. Спасибо, что пришли. Первый сразу же вопрос. Расскажите, чем занимается фонд? Фонд занимается, он был создан 2 года назад. Его основная цель – это развитие нашего региона Мангыстауской области, в общем, инфраструктуры, общественных пространств, парков, аллей, скверов, дорожной инфраструктуры, безопасности. Все мы знаем, что города растут, наше население растет, но, к сожалению, генеральный план, он очень часто становится неактуальный, которые делались 2, 5, 10 лет назад. И для этого и создано сейчас такое направление, как урбанистика. Сам я не урбанист, на архитектора не учился, но у меня есть очень много друзей, знакомых, которые делают очень много работ в Астане и по всему Казахстану. Мы, смотря на них, пытаемся внедрять это все в наш любимый Актау. Спасибо. На самом деле, Данияр, я видел ваши проекты. В некоторых проектах даже участвовал. Давайте теперь нашим зрителям расскажем, какие проекты уже были реализованы. Один из первых проектов мы делали посадку деревьев в 26-м микрорайоне, тогда еще был Аким Нурдаулет Килыбай. Мы делали посадку деревьев, мы сделали 2 детские площадки во дворах, мы сделали рядом со школой воркаут-зону. Это было одно из первых наших проектов, то, что мы хотели именно подарок городу сделать. После этого мы проводили масштабные субботники, 43-й километр убрали 450 мешков мусора. Это было Айт, Курбан-Айт, больше года назад это было. Мы собрали волонтеров, 90 человек, наняли автобусы, и всей дружной компанией поехали убирать эту всю трассу, 7-8 километров. На берегу моря всех ждал такой приятный презент, да. Это была юрта, был накрыт стол. В общем, мы вот так провели субботник за городом. В городе проводили. Мы осветили, кстати, вместе с вами дом Тамшалы. Да, дом Тамшалы. Да, я на этот дом смотрел сюда, проезжая, в самом центре большая такая гора, и смотрится вечером, если честно, что вечером, что днем он смотрится печально. Поэтому мы за собственные средства фонда сделали освещение дома. Я думаю, горожане все это оценили, всем понравилось. Недавно мы посадили деревья, разделительная полоса между Премиум Плазой и Самалом Авеню и вдоль Грин Плазы. Это, по-моему, 130 деревьев, 130 можжевельников, провели автополивные работы, полностью все работы, земельные, бетонные лотки заливали. 2 месяца этот проект у нас длился. Я участвовал в этом проекте, мне действительно он очень понравился. Ясень, да? Да. Посадили ясень. Он же вырастет потом. В перспективе ясень должен вырасти до 30 метров. Казацкий можжевельник полностью разделительную полосу закроет. Будет такой постоянно зеленый куст большой, да? Зеленое полотно, да, будет такое? Да, зеленое полотно вдоль всей разделительной полосы. Хорошо. Это проекты, которые вы реализовали? Это проекты, которые реализованы, да, на сегодняшний день они все работают, все они успешны. Общественный фонд – это же за счет, получается, тех людей, которые скидывают туда деньги. Да. Все правильно? Совершенно верно. Сколько денег ушло на последний проект? На последний проект ушло у нас 10 миллионов 800. 10 миллионов 800. Да. Хорошо. Какие проекты в разработках? Сейчас мы хотим сделать от Грин-Плазы в сторону 16-го микрорайона до перекрестка 2 светофора. Мы хотим по этой улице поставить лавочки, навесы, урны, озеленить это все по возможности, да, чтобы людям было комфортно гулять по улицам. Вообще, в целом, структура города у нас, если честно, Актау очень неправильная. Люди пешком не ходят в новых микрорайонах. Для того, чтобы люди ходили пешком, надо, соответственно, делать условия. Люди должны себя чувствовать в безопасности, люди должны понимать, что могут укрыться от солнца, грубо говоря, рядом будет озеленение, они могут присесть. Потому что мы, например, Айдар, с тобой молодые, мы можем пройти 10 километров, а наши взрослые, старшие поколения, дети, они же такое расстояние не пройдут. Поэтому очень важно, чтобы город был комфортным для каждого человека. Вот сейчас для этого проекта какая сумма нам требуется? Я думаю, в районе 30 миллионов.
30 миллионов. Да, в районе. С озеленением, с автополивными системами, со всеми мафами, со всеми работами, я думаю, в районе 30 миллионов. Сразу, наверное, улучшится, да, вот эта вот полоса, где бы это Ну, все это будет. целый километр. Целый Это километр. целый километр, даже больше, километр 25 метров. Конечно, улучшится. Там есть еще такие участки между, например, где Халык-арена и в сторону премиум-плазы, где нету пандусов. Там не то, что там вот простому человеку не подняться почти туда, там нету ступеней, не за что держаться. А я уже не говорю о, грубо говоря, людей маломобильных. Это очень печально. Я вот, допустим, были опыты такие, да, мы в Европе же часто бываем, ну, все, наверное, ездят, смотрят. И я был удивлен, когда я видел в Барселоне, молодой парень едет, да, маломобильный, на коляске, улыбаясь на меня, заезжает при мне в кофейню, берет кофе, круассан, выезжая на меня машет, типа «хай». И я понял, что люди свободные, они не ограничены, они свободны. Наши, к сожалению, люди с ограниченными возможностями, они не могут с подъезда выйти со своего. И это еще одна проблема, о которой, к сожалению, мало кто задумывается. Да, это действительно так. Так, вы говорите 30 миллионов на следующий проект. Если не секрет, сколько уже собрали? Мы пока сборы не объявляли. Не объявляли Мы сбор. пока сборы не объявляли, да. Вот последний раз, как мы посадили деревья, и после этого пока никаких сборов не было, пока не объявляли. Сейчас мы делаем проект и начинаем потихоньку готовиться. Закуп материалов будем делать, да. После этого объявлять будем сбор уже. А примерные сроки, план на какой месяц? До лета должны сделать мы. До лета, да. Да, до мая месяца. Хорошо, давайте здесь прям объявим сбор. Давайте, Что- друзья, мы объявляем сбор от Грин-Плазы в сторону 16-го микрорайона, 2 светофора. Мы хотим эти улицы озеленить сами, озеленить, поставить лавочки, поставить навесы, так, чтобы люди могли завтра вечером комфортно прогуляться, если захотели, присесть. И это будет у нас такой первый этап. Я думаю, следующий этап мы пойдем дальше по городу. Это же очень легко сделать, да? Это же в приложении прямо есть. Да, мы есть приложение, Каспи, платежи, ЧФ АМК. В платежах. Да, Сейчас Давайте я сделаю первый сбор, да? Если можно. давайте, мы будем так рады. Спасибо за Там поддержку. сумма не зависит же какая, хоть Вообще без разницы. любая сумма, да? Как ЧФ АМК. ЧФ АМК. АМК. Да, кстати, фонд у нас некоммерческий. А, в вот, первую да, очередь. ЧФ АМК вышел сразу. Да. Самая главная, основная цель у нас есть не только сделать комфортный город, мы бы хотели поработать и для молодежи. строить Вот, я скейт-парк. отправил денежку первую. Спасибо. Хорошо. Там не важно же, какая сумма. Да? Неважно, какая сумма. С какими основными трудностями сталкивается фонд? Знаете, скорее всего, я думаю, так вот, наш, к сожалению, народ, да, они уже, мне кажется, привыкли, да, от того, что мало что делается. Они уже свыклись. Очень плохо, что, к сожалению, наши мало выезжают за границу. Они не видят эту большую разницу, да, что происходит там Дубай, Катар, например, да, что даже уже те страны, которые жили всю жизнь на нефти, на газе, у которых запасов намного больше, чем у нас, они уже пересмотрели свой подход и в целом начинают развиваться именно в туристическом, да, направлении. Мангыстау – это священная земля, я ее очень полюбил, и за 4 года, которые я здесь живу, на самом деле я прям влюблен в эту землю, готов отдавать ей 2 руками. Поэтому трудностей много на самом деле. Трудность номер 1 – это всегда пропасть между простыми горожанами и, допустим, государством, да, госчиновниками, госаппаратом. Потому что у них свое видение, у нас свое видение. Зачастую подходы у нас абсолютно разные. Для нас очень важно, например, если сделать хорошо, чтобы это все работало на долгое время. Но мы знаем, что, вот, допустим, госаппарат, он всегда очень загружен, очень занят. Ну что там, например, взять отдел ЖКХ, там 3-4 сотрудника на весь город, а мы с них просим так, чтобы везде было и чисто, везде было, чтобы убрано. Ну да, мы же привыкли писать, куда Да. смотрит Акимат. Да, а при этом сами горожане спокойно могут выкидывать мусор с окна, мусорить везде, там, не следить в первую очередь за своим порядком. Вот мне сейчас, кстати, кейс Астаны очень нравится. Там ребята мои работают в Астане, урбанисты Ильнар Базыкен. В целом я с ними недавно ездил в Европу на выставку по ландшафтным дизайнам. И я познакомился с очень многими ребятами, которые работают в Акимате.
И знаете, я вам скажу, там акимат, они совсем по-другому мыслят. Я прям с ними двигался, я с ними общался, они прям заряженные все, они между собой байгуют, у них же акимы районов есть, и все они нацелены на то, чтобы что-то с этой поездки забрать и привезти это, сделать в Астане. Поэтому мы смотрим, что реально Астана там за последние там 3-4 года они сделали там 2000 общественных пространств. Поэтому мы видим, если там любой праздник, Новый год там или еще что-то, там везде парки, везде скверы, везде аллеи, везде там под мостом занимается молодежь, у них там, ну, какая-то движуха постоянно есть. Да, я понимаю, что это столица, но я считаю, что каждый регион, он особенный, и он по-своему выделяется. И мне кажется, именно Мангыстау, он должен быть постоянно живой. У нас климат, во-первых, позволяет. Мы, в принципе, давно курс взяли развиваться в сторону туризма. Но посмотрите, что сделано за последние там 5 лет, кроме там построить Риксос, например, да, и всю дорогу решать проблемы с водой. Да, Аллах шукур, проблема с водой решается, проблема с газом решается, инженерные сети делаются, это очень хорошо. Это все благодаря новому руководству области. Вопросы решать. Но хотелось бы, чтобы вот развивался туризм. Для этого наш город, он должен быть привлекательным. Точки притяжения должны быть. Они очень важны. На улицах должна быть жизнь, должны петь, танцевать, играть, уличный спорт. Вот мы были в Казани тоже, извиняюсь. В Казани татары просто молодцы. Я был прям очень воодушевлен тем, как они построили город, как у них вообще транспортная инфраструктура, как у них развязки, как у них там метро, трамвай, электрички, автобусы, автобусные линии, такси, велодорожки по всему городу. И это круто. Они понимают, что вот таким образом они могут вылезти в топ, и таким образом они будут всей России интересны. И посмотрите, внутренний туризм в Казани, я вам скажу, очень на высоком уровне. А у нас есть все, еще плюс к этому у нас есть море, и пока у нас есть нефть, газ, и там 40 компаний, которые нефть качают, но при этом посмотрите условия Жанаозена. Откуда все эти митинги? Это же элементарно. Там 4 дома, 5-этажных, 4-этажных. Во дворе стоит советская одногорка. В каждой семье 3-4 детей. Где они должны играться? Куда они должны? Как они должны развиваться? Откуда вообще взяться культуре, развитию культуры? Да, откуда взяться там вообще иностранцам, например, да, чтобы сюда... Откуда вливание денег? Вот взять один Каспий, да, например. У нас есть соседи, Баку. Да, столица, разговора нет. Но они также на нефти, на газе же живут. Но посмотрите, какая у них набережная, какая у нас набережная. 6 миллионов населения, мы туда летаем, мы всегда стабильно встречаем казахов наших, казахстанцев, Сахтау. Здесь мы живем, мы не видим бакинцев. Они сюда не приезжают. Иран, 80 миллионов населения. Народ, который прям хочет и готов тратить деньги там, по всему миру, они ездят в ту сторону, в Турцию, в Дубай. Почему они не прилетают к нам? Им же к нам намного ближе лететь. Ну, мы еще туристически не так развиты, да, поэтому... Ну, его надо развивать. Да. Это направление нужно. Мы не можем ждать. У нас нет еще 30 лет ждать. Нам надо делать это прямо сейчас. Город, в котором живет на нефти, на газе, у нас нет аллей нефтяников. Хотя этот опыт, этот кейс, я вообще смотрел в Ютубе, есть мировые компании, которые занимаются добычей, там еще, они прям строят парки в своих городах. Это вот социальная обязанность. NCUC делает же у нас, Абишки, Кильбая, Сыдыикова сделал, микрорайон дороги делал, школьники, там, ну, дворец школьников сделал. Почему только один NCUC? Где остальные нефтяники? У нас как-то сделали в 12-м микрорайоне аллею то ли геологов, то ли нефтяников. Ну, Но как она её такая сделали? ужасная, Да. такая ужасная, вот честно говорю, такая дешевая. У нас в Актау есть один только парк. И это парк Акбота. Вот что вы в этот парк, когда приходите, что там можно интересно увидеть, чтобы там умилиться, да, хотя бы на секунду? Такого нет. Такого Сколько нет, у нас есть скверов, те же самые, да, стратегические, которые там Аллея Победы, Тараса Шевченко, за областным акиматом, спуск к морю, да? Что там есть? Там ничего нет. Там есть только брусчатка, там может быть там 10-5 лавочек старых и маломальское освещение, которое через раз горит. Все. Как мы должны быть привлекательны к туристам? А люди вообще должны, по идее, ходить пешком. Вот кто живет в 13-м, в 15-м там, и так далее, кто ближе к этим аллеям, они должны по этим аллеям спускаться к морю. Тогда будет больше активности. А у нас, будет получается, наш город сейчас строится для машин, да? полностью для машин. Ну, у меня была такая история, я сюда привозил инвесторов, которые хотел я, чтобы они зашли. Это серьезные инвесторы, не буду называть имена. Я встречаю их в аэропорту,
мы предлагали им зайти в Туран с хорошим рестораном. Везу их по городу, доезжаем до 15-го микрорайона, до оазиса. Они мне говорят: Данияр, а где люди? А где пешеходы ваши? Почему нету людей? Где машины есть? То есть уже какие-то пробки маломальские начинаются. А где люди? Мы же, говорит, смотрим на пешеходный трафик, у вас его нету. Ваш город не готов. И реально мы смотрим, сколько у нас хороших рестораторов. Я знаю там буквально 3-4 хороших ресторана в городе. Когда приезжают гости постоянно, мы даже не знаем, куда их сводить. И он Хотя отказался? Он отказался. Он отказался. Из-за того, что у нас Из-за того, что у нас инфраструктуры нет нету, да, пешеходного такой? трафика. Пешеходного Пешеходного трафика нет, потому что, грубо говоря, такой пример, да, человек по пустыне сколько может пройти? Намного меньше же, чем если он пройдет, там, грубо говоря, по какому-нибудь европейскому городу, как Амстердам, который каждый шаг он будет умиляться какими-то вещами интересными. Человек должен в интересе ходить. Это, вот, знаете, на уровне подсознания люди не понимают, насколько важно влияет вообще город на человека. Зрительно, звуком, вообще люди окружающие. Допустим, если светлый город, теплые тона, то приятно взгляду. Чувствует себя человек в безопасности. Если, например, пешеходная дорожка есть вдоль дороги, если нет озеленения между тротуаром и дорогой, то тогда человек себя не чувствует в безопасности. Это дополнительный шум, это грязь, это пыль, это машины, и некомфортно ходить. Но если вы идете по тротуару, а рядом у вас там кусты озеленения, там деревья, тень создает, запахи вот эти все убирает, вы идете в безопасности, и вы даже не понимаете, что рядом ездят машины. Ну, что далеко ходить? Даже по Астане приятно ходить пешком же. По Алмате. По Алмате, да. Алмата — это вот любимый самый мой город, где я люблю ходить пешком. Вот все, машину не снимаем, ничего, мы ходим пешком всегда, гуляем, стараемся. В Астане сейчас то же самое, да. Астана вот, ну знаете, Астана какую, мне кажется, ошибку она сделала? Они проектировали сверху все. Вот урбанистика последние только 3-4 года начала заходить, и она очень, очень хорошо влияет на Астану. Потому что мы видим эту всю активность, мы это все замечаем. А раньше, 3-4-5 лет назад, я раньше жил в Астане 3 года, и я вам скажу, это город то же самое. Все было построено для машин. Вот эти нечеловеческие расстояния, зачем? Зачем вот эти дополнительные полосы внутри микрорайона, там, от дома до дома там, по 150, по 120 метров? Это же тяжело проходить. Мы таким образом растягиваем город. Поэтому есть над чем задуматься, Айдар. Данияр, хорошо. Вот меня честно интересует этот вопрос, да и многих местных ребят. Почему выбрали вы город Актау? Вы же не местный. Я не местный, я жил в 3 городах. Почему, сейчас я договорю, почему вы переживаете за город больше, чем местные ребята? Ну, знаете, я скажу, я не могу сказать, что я больше переживаю, чем местные. Местные есть ребята, которые переживают больше. Например, вы постоянно меня поддерживаете в плане АМК. Есть люди, которые постоянно поддерживают. Есть, я знаю, таких бизнесменов, таких предпринимателей, которые подняли свой бизнес на этой земле, но не переживают так за этот город, как переживаете вы. Смотрите, изначально я не выбирал Актау. Меня сюда пригласил мой отец на работу построить жилой комплекс, но об этом немножко позже. Когда мы приехали сюда, я посмотрел проект старый, мне он не понравился абсолютно. Я сказал: посмотрите, говорю, как город некрасиво смотрится, вот эти фасады, все разнообразное. Я говорю, давайте красивый проект построим. Проект, который прям скажут все: вау. Это ладно, отдельная тема, это будет долго. И то, что нам первый отец сказал, он сказал: ребята, это священная земля. Одной рукой берете, другой рукой отдаете. То есть очень важно здесь что-то, какой-то след оставить, такой, который там, потом будет не стыдно, да, ходить с поднятой головой. В принципе, мы сами по себе привыкли, если делать, то делать хорошо. Актау мне сразу полюбился. Здесь прямые люди, мне это очень нравится. Я тоже стараюсь всегда прямо, открыто, там вот этих за спиной говорить, такого нет. Мне нравится море, мне нравится этот климат, солнечный город, маленький, колоритный. Очень нравится эта природа местная. Мы там появились свои интересы, такие как подводная охота. Там. Вот. В целом, понимаем урбанистику. Посмотрели в Астане, начали изучать, начали с ними кататься, появилась насмотренность, начали сравнивать, почему у них так, например, в развитых странах, почему у нас не так. И у меня появилась мысль, почему реально людей не объединять
не находить единомышленников, на своем примере не помогать государству. Ведь мы же все же здесь планируем остаться. Мы все планируем так, чтобы это наша земля. У нас другого Казахстана нету. И я думаю, каждый должен гражданин задуматься о том, что он может дать этой стране. Я считаю, вот, что, грубо говоря, я выбрал правильное направление, выбрал. Я не умею другого. Я не умею открывать школы, я не умею там обучать чему-то. То есть я умею строить, я знаю, как должны развиваться города. И вот в этом направлении я хочу двигаться и хочу помогать Актау. Но вы планируете жить здесь, в городе Актау? Ваши дети будут здесь жить, да? Мы предполагаем, знает только Всевышний, как, куда нас занесет. Мы не знаем. Ну, по крайней мере, пока мы здесь, и у нас есть намерение, за определенных каких-то бизнесменов мы кого-то говорить не можем. Каждый кто-то помогает, кто-то чем-то занят, кто-то какую-то лепту вносит. Очень важно просто найти единомышленников, которые понимают люди. Мы заходили к разным людям с этими презентациями, подходили к строителям, подходили к нефтяникам. И меня агашки перебивают и говорят, да мы в Майами, там, тут, там все классно. Я говорю, классно. Я Да, говорю, ну вот видите, да, он говорит в Майами. это мышление, его очень тяжело понять. Я вот послушал это все и сказал, ага, я говорю, так мы же здесь. Я говорю, весь бизнес, все деньги вы заработали здесь. Ваши дети, ваши внуки, ваше вообще все ваше наследство, которое вы подарили, оно же здесь. Я говорю, надо же что-то вкладывать, что-то делать. Мне сказали, завязывай, все нормально. Нам лучше в Да, Майами, да, да? не твои проблемы это, да. Занимайся своим делом. Поэтому я, если честно, сейчас в последнее время уже перестал думать о том, что кто должен. Я вот отвечаю лично за себя, за свою семью. У нас есть намерение помогать городу. Есть люди, которые готовы присоединиться, мы всегда за. У нас открытый фонд, он не коммерческий. И помимо этого мы уже пошли дальше. Мы начали делать кучу проектов, рисовать, презентовывать, показывать. Мы уже зашли туда, что мы начали заниматься производством, потому что мы видим необходимость. Это не сразу, это спустя больше года мы начали заниматься производством, чтобы ближе быть к этой теме, чтобы до конца реализовать ее, понимаешь? Не знаю, последний шаг только остался просто, я не знаю, заработать денег и начать делать за свой счет. И все. Вот это единственное. Сейчас мы к производству еще вернемся. Да. Классная фраза. Одной рукой берешь, другой отдаешь. Да. Именно здесь, на нашей земле. И пусть для многих бизнесменов вы будете примером. Особенно для местных. Для местных, которые взяли с города Актау, но сомневаются отдавать. Так, поддержка. Вот мы сейчас плавно перешли к фонду. Есть же бизнесмены местные, которые хорошо поддерживают, правильно? Ну, сказать, что хорошо, если честно, пока я не видел никого хорошо, чтобы кто-то поддерживал. Поддержка есть от Финансовая госорганов? финансовая имеете в виду или какая поддержка? Ну да, и пусть будет финансовая в том Ну, числе. финансовая поддержка, если честно, она пока сейчас очень слабая. Вот все проекты на 95% мы делаем за собственные средства. Ну, на самом деле, там, То есть к сожалению, какой-то как средний или большой бизнес, он еще не пришел и ни разу не сказал, на, вот тебе. Даже не было вклада такого, там, чтобы там 200 тысяч, 150 тысяч никто не вложил. Было 2-3 человека, которые по 100 тысяч скинулись. Это наши все знакомые, да. А вот какими-то большими суммами никто не заходил. Получается, вы как бизнесмен сами вкладываетесь в свой общественный фонд иной раз. Постоянно. 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 Это наш закат. На последний проект, который вам обошелся, сколько? В 10 миллионов, да, он обошелся? 10 миллионов 800. Сколько вы вложили собственных средств? Ну, в районе 9,5 миллионов. Озеленение 9,5 миллионов. Свои. Своих. Хорошо. А поддержка от госорганов есть? Знаете, на самом деле, я вам скажу, она, по-моему, сейчас только появляется. Я сейчас понимаю, что то зернышко, которое мы заложили, наша команда фонда, она сейчас, это зернышко начинает прорастать. Потому что Акимат реально вот начинает сейчас спрашивать, интересоваться. Сейчас мои друзья-урбанисты делают проект в подарок городу по набережной. Вот. И я думаю, что, в принципе, у них очень много проблем. Их тоже можно понять. Грубо говоря, прийти в область, в которой ничего не делали 20-30 лет. Сейчас они работают, они решили вопрос с отоплением, они решили вопрос с газом, они решили вопрос частично вроде с водой, ремонтируют МАЭК постоянно.
И сейчас уже потихоньку приходит у них сознание и понимание того, что пора заниматься. Тем более на следующий год Актау будет столицей тюркских стран, по-моему, насколько я знаю. Вот такой статус есть на 25-й год. Я думаю, нам надо готовиться, чтобы среди тюркских стран, как говорится, грязь лицом не ударить. Да. Сейчас, Даниэль, вернемся немного. Вот я, краткую историю фонда знаю. Вот. Знаю, что большую часть, вы говорите, сами вложили. И подозреваю, что в те проекты предыдущие вы тоже вкладывали свои средства. Да, В основном. 100%. Да. Наверняка вы долбились в двери, спрашивали, там, разговаривали с людьми, чтобы поддержка была. Мне поддерживали наверняка. Я тоже через это проходил, когда играл в КВН в свое время. Вот. Не было ли такого момента, когда вам это все надоело? Вы сказали, вы понимаете, что нету поддержки, у вас есть свой бизнес, почему бы тихо, мирно не заниматься своим бизнесом? Айдар, вот прям, вы знаете, за живое задели. У меня было такое выгорание 2 раза. У меня было время, когда я встречался по фонду, по вопросам фонда, по 6 раз в день. Всех кормил, грубо говоря, поил, на чай угощал, всем объяснял по 2 часа, по 3 часа, что это нужно, что давайте объединяться, вместе делать. И, знаете, я мог так долго рассказывать за все эти плюсы, которые вообще получит наша Земля, и что это какой-то, знаете, лучик света в конце тоннеля. И я дошел до того, что я просто после этого какого-то времени я не мог об этом даже говорить. У меня не хватало, я выгорел эмоционально вообще. Потом, у нас реально за 2 года у нас было 2 выгорания, когда просто хотелось просто отдохнуть немножко от этого фонда, собраться с мыслями, понять заново, какую стратегию там выстроить. Да? Вот сейчас я последнее принял решение, я поменял директора фонда, назначил Шнар, она местная девушка, она очень активная, я ее заметил еще 1,5 года назад, когда она начала постоянно подключаться, помогать, она прям активистка, она любит и душой болеет за Актау, например, так же, как я, так же, как вы. И я считаю, что это именно тот человек, который справится с этой позицией. Вот. Сейчас мы будем активно... Но выгорание прекратилось уже. Сейчас прекратилось. Вы снова в Сейчас русле. прекратилось. Сейчас снова в русле мы готовы делать крутые проекты, готовы общаться, встречаться. Сейчас я еще кое-что задам вот на этом фоне, пока мы не ушли с темы. Каждый раз, когда с семейного бюджета уходят деньги, так сказать, во благо города, либо во благо творчества, на моем примере, во благо творчества, это всегда недопонимание со стороны семьи. Зачем? Ты это делаешь? Вам так дома не говорят? Знаете, мне, наверное, Всевышний послал самую лучшую супругу, которая меня постоянно поддерживает. Она мне никогда таких вопросов не задавала. Наоборот, были разговоры, да, зачем там, типа, сколько можно, ты долго будешь этим заниматься. Да. Оно же отнимает времени. Но это в первую очередь не потому, что она была там противницей того, чтобы я занимался, да, общественностью, а скорее всего потому, что я реально такой включенный парень, который может работать там с 8 утра там, до 10 вечера, и она меня почти не видит. Вот. Но в целом, когда я сказал, что у нас Казахстан один, что каждый должен внести лепту, что я знаю, что я понимаю и что я чувствую, что, допустим, Всевышний меня поддерживает в этом направлении, поэтому я говорю, у нас другого выхода нет, мы будем в этом направлении постоянно топить, да. Вот, поэтому она меня всегда поддерживает, на самом деле. И это был один вопрос, один раз она мне его задавала, а после этого только одна поддержка. Я в этом плане очень благодарен. Молодец, что она поддерживает. Так, теперь давайте перейдем к вашей деятельности. Кстати, вот плавный переход сделаем. Когда мы делали посадку возле Самал-авеню, мои знакомые нефтяники говорили про вас, что вы облагораживаете именно ту территорию, где находятся ваши объекты. Но я-то знаю вас глубже, я им начинаю говорить, вы знаете, главной задачей Данияра – это не те объекты, которые мы… Просто у нас хватает денег, говорю, пока облагородить ту территорию. А главная задача – это Аллея Победы в 7-м микрорайоне, где вечный огонь. Да, одна из важных. Аллея Победы, да. Там, говорю, нет объектов Данияра.
Я это просто сейчас к слову сказал, чтобы люди понимали. Вот. Теперь плавно перейдем на ваш бизнес. Компания ESG А строительная. можно я отвечу на этот вопрос? Давайте. Прям очень Да, интересно давайте. стало, да. Понимаете, вот каждый человек, который пытается меня как-то что-то подзадеть или критиковать, или найти какие-то там стороны, или мои заинтересованные вещи, да, они не понимают одну простую вещь. Как это все делается? Почему я выбрал, например, разделительную полосу? Да потому что, да, у меня вот здесь объект. Потому что каждый день у меня люди должны выходить и работать на этой разделительной полосе, копать, смотреть, грунты добавлять, какие-то там автополивные системы тянуть. Это постоянно техника должна ездить. И, конечно, мне легче здесь. Вот представляете, если где-то мне сейчас делать, например, в жановозделении, мне же надо прям туда бригаду перевозить, это надо кормить их. Это... Люди не понимают, какой это труд на самом деле. Это очень большой труд. Вот разделительная полоса, да, мы пригласили, например, знаменитых людей, 40-50 человек, да, ну, чтобы, грубо говоря, все поучаствовали. Я кайфанул от чего? Я кайфанул от этих улыбок. Медина Сахтаганова. Видели, как она Да, свое дерево да, обнимала? да. Это прям вообще, я прям от этого, если честно, чуть там... Асулта спела Да, песню. Асулта спела песню, да. Ну, очень много, все положительно. Мне понравилось, что всем это понравилось. Все пришли там, несколько лопат кинули, сказали, это мое дерево, все, расти большим. Но это вот даже 1% нет того труда, который мы прошли. Труд был очень большой, нас постоянно кто-то подводит, грунты найти, автополив привезти, здесь не работать, тех условия получить, врезку сделать, бетонные кольца залить. Это погрузчик 2 месяца работал. Это 5 человек минимум вот постоянно 2 месяца работали над этим проектом. Копали, смотрели, вызывать там этих инженерные сети, кто там, ТВС, АУС и так далее. Они же даже через раз не дают нам, где сети. Мы боимся что-то копать, мы можем там кабель порвать, Да, интернет. да, У нас да. же знаете, что с сетями в городе происходит. И вот вроде кажется, что там 130 деревьев посадить? А мне хочется сказать, попробуйте посадите. И попробуйте посадите где-то далеко от своего объекта, что за этим надо смотреть. А я приезжаю на объект, мне удобно, раз я сразу посмотрел. И вот вы правильно сказали, Аллея Победы, это у нас прям такой проект, который у нас стоит уже давно в первых числах, и мы его обязательно реализуем. Это будет такой пешеходный Арбат, который ведет к морю. Да, возможно, у нас не хватит денег поменять там брусчатку, но мы хотели бы сделать там точки притяжения, чтобы мамочки могли собраться, взять кофе, дети рядом в безопасности играются, кто-то занимается спортом, кто-то вокруг катается на велосипедах, теневые пространства. Аллах шукур, я думаю, придем, наверное, к этим вещам, да? Ну, обязательно мы сейчас рендеры покажем. Да, обязательно. Что планируется, что хотим сделать. Так, компания ESG. Да. ESG. Как давно вообще основалась эта компания? Построили сколько объектов? Это ваш основной бизнес. Это мой основной бизнес, да, компания ESG строительная. Я являюсь соучредителем, я являюсь директором в этой строительной компании. В эту должность я вступил в 2020 году. У нас есть реализованный проект, это жилой комплекс «Туран». Также мы реализовывали проекты соцобъекты, но это от другой компании. Что рассказать? Компания ESG одна из самых, наверное, не побоюсь сказать сейчас, крутых компаний, потому что у нас на самом деле очень высококвалифицированный штат сотрудников. У нас проектировщики сербы, руководитель проекта у меня серб. Это энергопроект в Высокограде, одни из лучших строителей в мире, с которыми я работал еще в Астане. В общем, наши подходы, наши технологии, мы отвечаем всем, я думаю, критериям. Если люди хотят жить бизнес-уровня, мы можем это все предоставить. Ну, даже Туран. Туран – это же примером стал для многих застройщиков, как действительно должен выглядеть жилой комплекс. Вот раньше я жил в обычном пятиэтажном доме. И для меня до, так скажем, приезда всех этих застройщиков, которые начали строить классные дома, для нас обычный новый дом казался жилым комплексом. Обычным. То есть мы приезжали в Астану, видели там Лазурный берег и считали, что это вау, крутой дом. Вот сейчас уже мы есть чем сравнить. Оказывается, должно быть озеленение,
крутые детские площадки, вокруг все, что вот Туран действительно Вообще, в пример для целом, я многих. думаю, озеленение, конечно, это такую роль очень большую сыграло. Я думаю, здесь можно прям подметить, да, у меня есть озеленитель, это наш тоже товарищ старший, да, Павел, местный парень, который очень щепетильно и грамотно подходит к озеленению. Он прям, знаете, такого своего рода немец в озеленении. Но я ему полный карт-бланш дал, там, начальники участка, хоть то, я говорю, как он скажет, так и делайте. Да, он по 10 раз может там зарубить работу, остановить, здесь чистить, и там неправильно, тут не так. Но по факту мы увидели на фоне его работы, что 99% приживаемости, и это уже не первый год, это уже второй год. У нас был реально самый зеленый двор в первый год, а это же на перспективе все будет разрастаться. Вот, поэтому эко-дворы, это вообще тренд, мировой тренд, который я вижу сейчас по всему миру, да, вот именно с мафой, именно с дерева, так, чтобы дети могли потрогать дерево, посмотреть, ну, в крайнем случае, занозу себе воткнуть. Но это же нормально, мы же все были детьми, мы там и не только не это творили, а сейчас прям все хотят безопасности максимально. Вот, навесы, качели, безбарьерная среда. Тогда, когда мамочкам, грубо говоря, удобно, да, со всеми колясками, там, спокойно ездят по двору. Закрытый двор, наше освещение, одно из самых, наверное, ярких в Актау. Наша безопасность, 50 с чем-то камер, охрана, удобность, то, что у нас во дворе машины не стоят, у нас все машины за территорией двора. И этот эко-двор, это вот подразумевает то, что чистый воздух, то, что такая свежая обстановка, где можно спокойно, в безопасности отпустить ребенка с самого подъезда. Вот. Зарядки на электрокары, Да, это я все видел. фонтаны. Фонтан. Да. Самое главное, подземные урны. Мы же поставили их первые в городе. В жилом комплексе Туран мы поставили первые подземные Вот урны, это которые действительно работают 1,5 года. очень полезная фишка, прям очень полезная. Да, конечно. Пример. Так, я хотел задать вопрос по озеленению. Вот у нас же это проблема в городе озеленения. Одна из На самом деле проблем не одна вижу. важных Есть, проблем. есть проблема большая, я думаю, в подходе озеленителей. Вот кто занимается озеленением, это большая проблема для них. Там Если бы многие застройщики в нашем городе занимались бы озеленением своих объектов, это бы улучшило город Актау в лучшую сторону, то есть в зеленую сторону. Я думаю, надо начинать не просто со строителей. У нас, знаете, еще есть такая привычка. Строители такие, знаете, как будто первые лица, которые должны все делать. Должен каждый бизнес делать. Вот мы сидим сейчас в студии, коммерческое помещение есть, например, ребят. Они должны рядом со своей коммерцией посадить 2-3 дерева, ухаживать за ними. Надо разработать зеленый кодекс. Есть там, допустим, какие-нибудь там компании за городом, без разницы, есть у них большие офисы отдельно стоящие, надо обязывать, чтобы они озеленяли вокруг свою территорию, ухаживали сами. То есть прям прописать, четко про них разработать, как они должны там это все делать, как ухаживать, в какое время поливать. И какой-нибудь кул-центр сделать, когда люди могут приехать и дать консультацию, там, если что-то вдруг с озеленением не то. Поэтому озеленять должны все. Озеленение продлевает в среднем жизнь на 5-7 лет. Потому что это очень благоприятно сказывается на человека. Успокоение. Будет ли озеленение в вашем новом проекте Самал-авеню? Я сразу скажу, И чем оно будет отличаться от Турана? я сразу скажу, что в наших всех проектах, во всех, точнее, наших проектах будет всегда озеленение. Мы всегда прям не жалеем средств, тратим и озеленяем наши проекты. Касаемо Самала-авеню, Самал-авеню, если, допустим, общем всем городом Туран был признан один из лучших домов в Актау, одним из лучших, я не могу говорить лучшим, Одним из лучших, да, то Самал-авеню это будет бесспорно лучший дом. Это та планка, которая как минимум там выше на 2 головы. Это, во-первых, малоэтажное строительство. Во-вторых, это локация, это Самал. Вот кто местный знает, Самал это же всегда лакшери, да, район. Во-вторых, сзади вся резиденция, Акимат ее сейчас забрал же, и они молодцы, по указанию, по-моему, президента, делают полностью микрорайон соцобъекты, школы, садики, больницы, стадионы, парк. Да. Ну, представляете, вы живете, грубо говоря, в центре города, в крутом районе, и сзади вашей
сзади вашего дома в сторону моря, когда там остается 500 метров до моря, у вас просто вот вся инфраструктура. Я думаю, машина в принципе не нужна тогда. Вы каждый вечер можете гулять с детьми, заниматься спортом, все вопросы решать там. Поэтому я думаю, за это надо платить. Причем качество там будет на самом высшем уровне. Там алюминиевые профиля, сенсорные замки, там очень крутой фасад. Пока я не буду говорить, но это будет первый проект с таким фасадом в Казахстане. В Казахстане? В Казахстане. Для нас очень важно быть не просто первыми в Актау, для нас очень важно стать, точнее, первыми в Казахстане. Поэтому я говорю, это такой серьезный проект. Террасы, паркинги, резервуары для воды. Урны. Там. Обязательно. Обязательно. Это уже обязательно, да? Это уже обязательно. Урны, Я считаю, вообще, эко-двор, это я все вообще считаю, подземные урны, эко-дворы, озеленение, качественная застройка, это вообще обязательно. Да, это не обсуждается. Лифты. А когда построится? Ну, я думаю, конец марта. Плюс максимум 3 месяца. Следующий год. Да, следующий год. Следующий год, хорошо. Так. Помимо этого, вы до этого говорили, что вы начали заниматься производством подземных урн и Вообще, малых архитектурных да, форм. я вот прям если с самого начала брать Да. историю фонда, историю производства, я вспомнил вообще, откуда это все началось. Январские события, помните? Да, конечно. Вот когда январские события были, мы как раз были с семьей, с детьми, мы все были в Алмате. Мы прям это все видели, мы это все пережили. Я там в эту бучу вовсю залез, потому что ездил на машине, снимал наличные, там покупал семье там еду. И, в общем, я очень сильно, если честно, так мне в душу эта вся тема запала. Я думаю, блин, а если бы реально вот кто-то перевернул бы, там непонятно, кто пришел к власти, каким опытом, что было бы в Казахстане. И я начал себя ловить на мысли, что я могу реально сделать для Казахстана. И вот оттуда это все пошло вообще изначально. Вот, поэтому потихоньку мы идем к этому, делали очень много проектов, мы презентации. Сейчас мы перешли к производству. Производство сначала запустили МАФов, то есть все, что касается там уличной мебели, лавочки, урны, навесы, качели, детские площадки, амфитеатры, мы это все можем делать, и это мангыстауское производство. По качеству очень классно, мы потому что техспецов перевезли, техспеца я перевез со Астаны. Потом, тогда, когда мне установили урны в Туране, 1,5 года пользуюсь, я понял, что это крутая вещь, это нужная вещь. Это нужная вещь не только Актау, всему Казахстану, а Актау тем более. Объясню. Открытые баки. Проблема. Реальная проблема. Ветра у нас постоянно, мусор летает. Сколько тысяч людей выходят, коммунальщики, каждый день подметает, засыпает, просыпается, ветер прошел, ночью просыпается, опять этот мусор по всему городу. Вот рядом с нашим Тураном есть дом Казылит. Вот у них открытые баки стоят, и они еще поставили вдоль улицы. И этот мусор ежедневно летит ко мне вот на озеленение. А вы видите, да, на Туране кустарники. Я это каждый день вижу. Вы это, кстати, рубрику вели, да, помните? Да, мусор, да, живи, мусор, да? живи, да. И это проблема. Неужели эту проблему, ее никак не решишь? Мусор надо прятать под землей. Это вот во всем мире так делают. Вот мы приехали недавно только с Амстердама, с Нидерландов, в Европе, они все прячут мусор под землей. Проблема того года – крысы, собаки, вонь, неэстетический вид. Это же все проблема. Проблема, да. Мы хотим развивать туризм. У нас должно быть вообще с мусором порядок. Ладно, там, я уже не говорю, какие проблемы у нас за городом там происходят, там вообще свалки у нас настоящие. Но хотя бы в городе эту проблему решить. И вот единственное решение, мы заказали проект, я заказал много металла, поставил сварщиков. Сейчас мы варим, буквально уже на днях мы там получим сертификаты. Уже разослали письма в акиматы Алматы, в акиматы Актау и других городов, Астаны в том числе. Но знаете, самое что интересно? Астана первая заинтересовалась. Астана заинтересовалась, и мне прям ребята сами перезвонили, сказали: здравствуйте, у вас подземные урны казахстанского производства. Я сказал: да. Они говорят: а вы можете нам одну привезти, показать? Если она типа себя проявит, мы будем у вас покупать. У нас реально есть проблема. И вот, понимаете, есть разница. В Астане реально проблемы решают. Хорошо, и последний вопрос. Вы, как застройщик, живете в своих домах? Я живу в Туране. Живете в Туране? Я заехал туда самый первый. И планирую переехать в Самал. Откровенно скажу.
планирую переехать. Почему мне это очень важно? Потому что мне очень интересно вообще в целом смотреть на то, как люди заезжают, с какими проблемами они сталкиваются, где я в своих домах что-то недоработал, потому что дом, он же состоит из миллиона частиц. Все продумать невозможно. Где-то тебя подрядчики могут ставить, где-то может какой-то там заводской брак прийти. И физически самому за всем уследить на самом деле нереально. А когда ты живешь, когда ты вот прям в этом ресурсе находишься, ты постоянно это видишь. Поэтому мы живем в своих ЖК. Да. Данияр, спасибо большое, что пришли. Вообще я рад. Я рад, что в нашем городе есть такие люди, которые Спасибо вам. переживают за наш город. Спасибо вам, Айдар. Друзья, на этом наш подкаст подошел к концу. Данияр был застройщик, общественный деятель, да и, в общем, человек, который любит наш город Актау. Рахмет. Спасибо, Данияр. Актау менің қалам. Да, Актау менің қалам.